совещания. Пожалуйста, Александр Васильевич. Доброе утро. За отчетный период произошло 9 пожаров, погибших нет, пострадало 2 человека. Крупных пожаров не было. Итого, с нарастающим итогом с начала года 890 пожаров, погибших 10 на 11, травмировано 13 на 9 человек. Проведено 42 рейда по частному сектору, проверено 374 дома, проинструктировано 835 человек. Доклад закончен. Спасибо. Анастасия Михайловна. Доброе утро. Всего за отчетную неделю проведено 28 плановых проверок, 34 внеплановых проверок. Составлено всего протоколов 6 в отношении граждан 1, в отношении должностных лиц 3, индивидуальных предпринимателей 1, юрлиц 1. И вынесено предупреждение 6 в отношении граждан 1, должностных 3, ИП 1, юридических лиц 1. И наложено штрафов 1 в отношении должностных лиц 1 на сумму 6 тысяч рублей. У меня все. Вот, среди должностных лиц там есть руководители учреждений бюджетных? Нет, это надо посмотреть. Сергей Владимирович, пожалуйста. Доброе утро. За истекшую неделю на территории города Якутска, согласно оперативных сводок, зарегистрировано 14 сообщений о преступлений, из которых раскрыто 7, раскрываемость 50%. На пульт оператора 02 поступило 1524 сообщения о преступлениях и происшествиях. Установлено лиц, совершивших преступления 40. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 31, 1 грабеж, 17 краж, 1 угон, 12 прочих. По системе видеонаблюдения АПК «Безопасный город» зафиксировано 3 административных правонарушения. В спецприемник помещено 36. И за неделю по всем мероприятиям охрану общественного порядка обеспечили без замечаний. Доклад окончен. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю в Северо-Восточном районном управлении зарегистрировано 6 преступлений. Среди них особо тяжких нет. Выявлено 44 административных правонарушения. Из них в сфере транспортной безопасности 1, в сфере алкогольного законодательства 12, за нарушение миграционного законодательства 10, за нарушение запрета табака 5, иные 16. Инспектором группы ПДН выявлено 3 административных правонарушения. С помощью видеокамер наружного наблюдения выявлено 12 административных правонарушений. На территории оперативного обслуживания проводится ОПМ «Путина», «Арсенал». Так, в ходе мероприятий по реке Лена выявлено 1 правонарушение за нарушение правил Росрыболовства и 8 нарушений правил хранения оружия и патронов. Доклад окончен. Скажите, пожалуйста, Виталий Ильич, а у вас по видеокамерам какого рода нарушения зафиксированы? В основном курение на крыльце аэропорта. Еще раз. Курение. Сергей Николаевич. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска у нас зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых ранения получили 14 человек, погиб 1 в результате наезда на пешехода. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий выявлено 1375 правонарушений, из них в отношении нетрезвых водителей 41. За тонировку выявлено 44 правонарушения. На специализированную стоянку доставлено 75 автомашин. За нарушение правил остановки стоянки привлечено 14 водителей, из них эвакуировано 7. За невыполнение требований дорожных знаков привлечено 9 водителей грузовых автомобилей. По выявленным недостаткам содержания УДС выдано 10 предписаний. По линии дорожного надзора составлено 12 протоколов, по линии технического номер 7. В выходные дни проведены рейдовые мероприятия, также массовые проверки, также обеспечено безопасное дорожное движение в период празднования Дня государственности Республики Саха-Якутия и осенней ярмарки. Доклад окончен. Вот из 1000 вы сказали, сколько-то? 1300, что ли? 1375. Там по видеокамерам сколько зафиксировано, можете сказать? Так, по видеокамерам нет, не могу сказать. Ну, дополнительно пришлите, пожалуйста, информацию. Хорошо. Данил Петрович. Доброе утро. За отчетный период комитетом проведено 18 проверок, из которых внеплановых 9, рейдовых тоже 9. В ходе всех проверок выявлено 12 нарушений, выдано обязательное предписание 3 и материал одного дела переданы по подведомственности в Росприроднадзор. Наложено 8 штрафов на общую сумму 4000 рублей и взыскано 4 штрафа на общую сумму 2000 рублей. Доклад окончен.
Из 12 нарушений вы 3 предписания выписали, да? А по остальным не выписываются? Или как? Это физические лица у нас. Они без предписания? Да? По охотнадзору, по федеральному охотнадзору. Ясно, хорошо. Григорий Александрович. Доброе утро. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ. В городе Якутске за позапрошлую неделю зарегистрировано 3974 случая заболевания. Показатель заболеваемости выше недельного эпидемического порога был. За 4 дня прошлой недели в городе Якутске зарегистрировано 2392 случая заболевания. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 26%. На сегодняшний день привито 43% детей и 44,5% взрослых. Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия за прошлую неделю рассмотрено 16 дел об административном правонарушении в отношении 3 должностных лиц, 9 индивидуальных предпринимателей, 4 юридических лиц. Назначено 7 предупреждений, наложен административный штраф на общую сумму 725 тысяч рублей. И все. План по прививкам какой у вас? План по прививкам по детям составляет 70 903. Нет, в процентах от населения. Вот вы В сказали, процентах сегодня привито 43%. Это да, вы сказали, а план какой? 70 или нет? 70 тысяч. Нет, в процентах. Детей 100%. 100%, да? Да, А взрослые дети население? подлежат 100%, а взрослые, вот декретированная группа постановления главного государственного санитарного врача по Республике Саха-Якутия было охват не менее 75%. Не менее 75? Да. Ясно, хорошо. Ну, и как прогноз, выполнится этот план? Ну, на сегодняшний день у нас из декретированной группы всего 22,5% на сегодняшний день. То есть низкий показатель, да, получается? Да. Ясно, хорошо. Так, спасибо, свободно. Пожалуйста, СГХ здесь. Доброе утро, коллеги. С завтрашнего дня у нас начинается плановая проверка объектов теплоснабжения города Якутска Ростехнадзором. Будет проводиться проверка по 14 мероприятиям. Приказом Романа Сергеевича Сорокина определены ответственные лица по администрации города. На сегодня все документы готовы. Проверка будет проводиться до 1 ноября. По итогам планируем получить паспорт готовности города к зиме. У меня все. Хорошо, спасибо. Так, ДЖКХ здесь, да? Пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Департамент ЖКХ на этой неделе запланирована работа с нормативно-правовыми документами, также изучением государственных федеральных программ для софинансирования, для участия, изучения. Все. Хорошо, спасибо. А кассете здесь, Якутская кассете. Доброе утро, уважаемые участники совещания. За отчетный месяц провели перерасчет на общую сумму 94 миллиона, из них 58 это юрлица, 36 миллионов физические лица. По финансовой деятельности составили акт сверки с МОБ-Жилкомсервис на общую сумму 43 миллиона. Организовали работу, активировали работу по вывозу ТКО, получили 4 машины на прошлой неделе в пятницу. В настоящее время на линии у нас 14 единиц техники. Также ждем поступления еще 4. Приняли участие в акции по раздельному сбору 2.0. Провели встречи в округах, это в промышленном, сайсарских округах, за что отдельное спасибо. Также ведем претензионную исковую работу по взысканию задолженности дебиторской. Вот. Также ведем плотную работу с контрольно-надзорными органами по заключению договоров с юрлицами. Спасибо. Так, 14 это с новыми 4? Да, с новыми 4. Всего 17, на линии 14. У остальных ремонт. Несколько вопросов есть. Вот первый, договорная компания, охват по договорам, частный сектор сейчас. В целом по городу Якутску 1609 договоров. К сожалению, по частному сектору сумма небольшая, 420 договоров. Так, ну вы работу проводите по охвату договорной компании от частного сектора? Да, в данном случае мы просим поддержки со стороны органов местного самоуправления, со стороны города, именно по работе с частным сектором, поскольку необходимо в первую очередь узаконить санитарные точки, которые размещены в частном секторе, для того, чтобы охватить его.
Хорошо, ну, ваше письмо я видел, но вы отдельно вот по договорной компании внесите свои предложения. Как вы считаете, какие меры нужно принять, чтобы стопроцентный охват был по договорной компании, по юрлицам, по частному сектору и по управляющим компаниям? Отдельно предложение внесите, хорошо? Хорошо. И с жилкомсервисом мы просили, чтобы вы рассчитались. А на этой неделе частично оплату по задолженности внесем. Все зависит от поступлений. Сколько? Все зависит от поступлений. Дело в том, что за август месяц у нас поступило в 3 раза меньше. Это получается около 13,5 миллионов рублей, когда у нас в среднем поступало 49. Так, ясно. Ну, просьба такая, значит, к вам. Понятно, вы там готовите взаимозачет с водоканалом, но часть средств мы надеемся получить от вас денежными средствами. Сумма была озвучена, все-таки вы примите меры, чтобы Хорошо. перечислить эти деньги. Так, хорошо, спасибо. Спасибо. Жилкомсервис здесь. За отчетный период жилкомсервисом было вывезено 7 несанкционированно размещенных крупногабаритных объектов. Это гаражи. Принято на полигон свыше 11 тысяч кубических метров отходов. Вывезено более 12 тысяч жидких бытовых отходов. Отловлено более 100 голов безнадзорных животных. Ситуация у жилкомсервиса весьма критическая, поскольку проблемы с топливом у нас остаются, как я и докладывала на прошлом планерном совещании. Из положительных моментов подписано большинство актов сверок по договорам с региональным оператором. Вместе с тем там остается ряд нерешенных проблем. 2 договора мы так и не можем подписать акт сверки ввиду разногласий. И самая главная проблема – денежные средства от регионального оператора не поступают. Вот, собственно, все. Ясно. По горсвету и по субсидиям от окружной администрации как работа идет сейчас? Значит, мы приняли участие в конкурсном отборе на получение субсидий. Сегодня-завтра должен состояться отбор получателей, то есть победителей субсидий. В ближайшее время планируем, скажем так, данный день, ну, все будет зависеть от конкурсного отбора, эти денежные средства к получению. По горсвету, к сожалению, положительного момента не могу сейчас осветить, пока вопрос обсуждения. Так, ясно, хорошо. Присаживайтесь. Горсвет здесь? Горсвет здесь? За прошедшую неделю отработали нормально. Провели ремонт в бесхозных сетях электроснабжения, замена светильников, ремонт техники. Так, а по ЖКС, ну, собираем. Так, хорошо. Потом с Романом Сергеевичем вы зайдите, пожалуйста, сегодня ко мне. Хорошо. Вопросы по эксплуатации, по опорам, в частности, по совместному подвесу. Ну, такие вопросы обсудим. Хорошо? Хорошо. Так, Якутдорстрой здесь? Хорошо, спасибо. Так, управление транспорта здесь? Доброе утро. Рабочая неделя прошла в штатном режиме. Отработано перекрытие улицы Ярославского 27 числа на возложение цветов. Графики движения автобусов выполнены на 91% без учета нарушений 9 маршрута. С 9 маршрутом на 89%. По состоянию на 27 сентября в регистре получателей государственных услуг из числа безработающих было в списке 24 гражданина с категории D. Дальше также проводится работа по направлению граждан на трудоустройство в ООО. Перевозчики продолжают подавать заявления в Центр занятости. С 20 по 27 число произошло 3 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей автобусов, 3 с материальным ущербом, раненых и пострадавших нет. Маршруты 1, 20 и 35. Остальное все в рабочем порядке. За неделю предложения по трудоустройству поступили?
Так, получается, с центра занятости только поступило о том, что заявления поступили от перевозчиков в количестве от ЕПАК, Автолайн, Автоперевозка, ИПТК и Севертранс, и просто 24 гражданина, которых будут направлять на данные вакансии. Это вот отчет в пятницу. Хорошо. Так, присаживайтесь. Так, 9-й маршрут здесь, да? 9-й маршрут. Нету, да, 9-го маршрута? Так, департамент градостроительства. Доброе утро. На прошлой неделе департамент отработал в плановом режиме. Из основных мероприятий у нас было совещание по рассмотрению действующих договоров развития застроенной территории, по итогам которой принято решение о расторжении договоров, по которым идет неисполнение. На этой неделе будем направлять уведомления застройщикам. Кроме того, по объекту Короленко 25 на прошлой неделе, в понедельник, мы направили все замечания по проекту, который они предоставили для предварительного рассмотрения. И в ответ ничего еще не получили. Будем ждать на этой неделе. Хорошо, а в течение какого времени они... Это от застройщика зависит. Они через МФЦ, как на предоставление услуги, не обращались. Они просто проект принесли на рассмотрение. Хорошо, уточните тогда сроки подачи. И Парадзинского 18. Парадзинского, да, тоже на уровне Евгения Николаевича мы собрались, рассмотрели предложение прокуратуры о вводе данного объекта, но по итогам совещания принято решение, что это невозможно. Понятно, то есть вопрос пока открытый также, стоит. да. Евгений Николаевич, ну отдельно еще посмотрите. Хорошо. К приезду Сардана Владимировича, чтобы какое-то предложение подготовить. Хорошо? Так, присаживайтесь. Управление дорог здесь. Доброе утро, коллеги. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на прошлой неделе проделана следующая работа. По улице Газовиков и Школьная завершены основные асфальтовые работы по дорожной одежде. Остались работы по благоустройству. Это в основном озеленение и асфальтирование тротуаров. Покрытие там тротуаров асфальтовое, поэтому подрядная организация вчера приступила и буквально завтра должна завершить все работы по тротуарам Школьной и Газовиков. И остается там асфальтирование разворотной площадки в начале улицы Газовиков. По улице Пилотов совместно с подрядной организацией и управой и отделом транспорта на выходные закрывали дорогу. Столкнулись, конечно, с недовольством жителей, в основном квартала Белого озера, но вчера движение было открыто. Это касается именно перекрестка Курнатовского, Пилотов. Что касается опоры, которая во всем с улицы в средствах массовой информации, она будет вынесена в течение этой недели. Мы с ресурсно-снабжающей организацией Якутскэнерго все эти моменты проработали. И к середине недели, то есть к среде, мы выйдем уже с выпариванием и переносом данной опоры. Строительство дорог в 5-й категории в микрорайоне Северный. Это также объект, который подпадает под нацпроект. Здесь дорога 5-й категории, то есть грунтовое исполнение. Он начинается возле заезда на местность Юсхатын и заканчивается внутриквартальными дорогами самого микрорайона Северный. Капитальный ремонт Хатумирасское шоссе. Сейчас идет работа по водоотведению и установке бортовых камней. Здесь работает 3 субподрядчика. И параллельно готовится основание компании Супитпа Дорис. Капитальный ремонт улицы Ларионова на участке от набережной Романа Дмитриева до конца 202 микрорайона. Сейчас идут асфальтовые работы. Работает компания Сахатрастрой. Параллельно идут работы по тротуарам. Основная часть людей сейчас задействована на втором участке, который начинается от улицы Сурона Маллана до улицы Ефимова.
Там практически завершены работы по элементам водоотведения, лотки. И сейчас идут работы по подготовке оснований и устройству бортовых камней. На выходные также было заасфальтировано 3-я и 4-я полоса улицы Сорола Маллана на участке от Ларионова до заезда на 203-й микрорайон. Ну и также параллельно вот возле Чернышевского готовим основание. Город Якутск в этом году является участником федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения. Всего в этом году было охвачено 9 образовательных учреждений. Это СОШ номер 5, 15, 30, 24, 27, 31, 34 ФТЛ и Республиканская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот. В рамках этих мероприятий сейчас идет работа по установке дорожных направляющих ограждений, установке искусственных дорожных неровностей, совмещенных с пешеходным переходом, установка дорожных знаков и установка светофора Т7. Светофор Т7 – это предупреждающий желто-мигающий светофор. Здесь уже показаны примеры, это, в частности, Сергеляское шоссе. В таком вот виде, получается, будут выглядеть пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений в рамках реализации данной программы. Ну и виды ограждений вот в таком вот виде. Вкратце по обеим объектам. Все. Так, значит, вот по итогам выездного нашего субботнего объезда и вчерашнего объезда, все-таки по пилотам, то есть вы сегодня проводите совещание или в среду? Пилотов? Нет, совещание с подрядчиками. Сегодня. Сегодня, да? По пилоту, значит, ну, как мы договаривались, подрядная организация должна с Ростелекомом и со всеми утрясти в ближайшее время. Желательно до среды, чтобы они все это вынесли уже. Хорошо. Так, у него там задержка по опорам была. Да. Надо, чтобы он ускорил. По другим направлениям, в принципе, видно, что как бы технику и людей добавили, но все-таки вот по Ларионова, участок 203, там недостаточно людей. Сегодня обратите внимание. Съездим обязательно. Подрядной организации, чтобы они все-таки выставили туда и обеспечили там уже круглосуточную работу, насколько это возможно силами подрядной организации. Хорошо? Хорошо. Так, присаживайтесь. Главстрой. Доброе утро. В части вот аварийных объектов скажите, пожалуйста. По Белинского сегодня мы, наверное, сегодня закончим установку клетей, как нам прописано. Билибина. По Билибина. Ага. По проспекту Ленина 36 сегодня мы постараемся тоже согласно протоколу этих заданий завершить и направить. А по проспекту Ленина 34 мы направили по протоколу коммерческих предложений. Хорошо. Отработано. Все, спасибо, присаживайтесь. Так, управление здравоохранения. Доброе утро, уважаемые коллеги. В целом обстановка по городу Якутску относительно здравоохранения остается относительно стабильной. Есть прирост заболеваемости детей дошкольного возраста. По прививочной кампании мы считаем, что идем практически по плану. На сегодняшний день, как вы уже доложили, от плана привито 45%. Настораживает несколько увеличение школьного травматизма. За прошлую неделю травматизм в школах вырос до 37 случаев. По прививочной кампании также хочу добавить, что имеется рост отказов от прививок среди детского школьников. Лидирующими являются городская классическая гимназия 35%, школа номер 23, физико-технический лицей 40% отказов. Среди дошкольного населения, организации вернее, это «Колокольчик», 86-й детсадик, 24%, «Улыбка», 43-й номер детсад,
2%. И прошу обратить внимание на то, что эти отказы, они в основном инициированы родителями. То есть чисто медицинских отводов среди этих отказов, ну, 30%. Так, у меня все. Так, по отказам у вас есть какие-то предложения? Ну, это профилактическая работа, агитационная работа, можно Агитационная, сказать. Да. Ну, мы свою работу, в принципе, проводим, но переубедить некоторых родителей это бывает очень сложно нашими силами. Ну, сейчас вообще отмечается массовая агитационная работа по отказам. Да. Наоборот, агитируют за отказы. Да. Это массированно идет. То есть мы против этого что-то противопоставляем? Нет? У нас ответной реакции. От имени Минздрава, вот Республиканский центр медицинской профилактики у нас существует такой. Вот они ведут очень такую массивную, скажем так, работу среди средств массовой информации. Ну и силами самих поликлиник также ведется работа, усиливается работа. Хорошо, присаживайтесь. Управление образования. Доброе утро. Учебно-воспитательный процесс в городе Якутске идет по плану. Ну, как выше было сказано, в дошкольных образовательных учреждениях у нас 8,5% детей болеют. Две группы, это 52 ребенка закрыты по болезни детей. Три группы, 93 ребенка по ветрянке закрыты. По школам заболели 5,75% детей, это 2676 ребенка. 12 классов, в 12 классах у нас приостановлен учебный процесс по заболеваемости. Сегодня открываем приказом управления образования 2 детских сада, Ивушка и Сырдахский детский сад. По объектам ГЧП у нас прогресс есть только по 25-й школе, по остальным школам у нас прогресса не наблюдается. Алексей Климович, по прививкам прокомментируйте ситуацию. По прививкам, по моим сведениям, на четверг по дошкольным, по детским садам привито 28,6% детей, отказов 8,3%, по сотрудникам 65,2%, отказов 1,8%. По школам привито 34,56%, отказов 18,6%. По сотрудникам, по учителям 45,3%, отказов 12%, по прочим персоналам 35,3%, отказов тоже 12%. Я считаю, недостаточно в средствах массовой информации. И еще по своим тоже наблюдениям, очень много людей болеет после прививки. И достаточно серьезно, поэтому процент отказов у нас идет на увеличение. Ясно. Так, у меня предложение к вам. Вы вместе с службой эксплуатации городского хозяйства внесите предложение по вентиляции объектов социальной сферы. Хорошо? По вентиляции по всем объектам или по... Да, информацию, где работают, где не работают, чтобы понимать. Угу. Так, департамент финансов, пожалуйста. Доброе утро. На прошлой неделе рассмотрено по графику со всеми главными распорядителями бюджетных средств ожидаемое исполнение бюджета за 2019 год. Работаем над формированием предварительных параметров муниципальных программ и непрограммных направлений расходов. С 1 октября начинается работа комиссии по бюджетным проектировкам. Кроме того, проводится работа по выделению дополнительных средств из государственного бюджета республики. У меня все. Так, Дизо, пожалуйста. Нет. Доброе утро. Конкурсы по бесхозу и страхованию объявлены в четверг. Также плановая работа текущая. Все в текущем режиме. Так, хорошо, присаживайтесь. Департамент экономики. Доброе утро. Департамент экономики
Согласование совместно с Департаментом финансов по фонду оплаты труда завершили на 2020 год. Направлен запрос в отношении структур по нацпроектам по итогам 9 месяцев по срокам там, до 1 октября, до 15 октября. Просим структуры обратить внимание на это. По асфальтобетонному заводу по внутриквартальным дорогам получили в пятницу только данные, но завершим. Сегодня-завтра вам предоставим. И по инвестстратегии также начали работу. Запросы отправили по соответствующим структурам, тоже в работе. Хорошо. Вам надо будет совместно с ДИЗО провести работу по разработке и утверждению стратегии предприятий. Хорошо? Да, здесь хорошо. достаточно времени дадим, там, до, скажем так, до 30 ноября. Хорошо, чтобы к декабрю большая часть предприятий уже имела такие стратегии. Хорошо. Так, пожалуйста, Наталья Романовна. Доброе утро, коллеги. Социальный блок в плановом режиме работает. Дополнительно, если по вакцинации Леонид Аркадьевич еще не все школы озвучил, у которых отказ среди детей более 30 и более 40%, ну, с наибольшим количеством отказов он, в принципе, озвучил. Наверное, дополнительную работу надо будет проводить. 76% целых отказов по начальной общеобразовательной школе 36 наблюдается. Это абсолютно практически все. При плане 75% отказов. Теперь относительно отказов работников от прививок в дошкольных образовательных организациях, наверное, над этим тоже надо отработать, потому что, ну, если сами работники не получают прививку, то, соответственно, среди них есть и руководители групп, воспитатели, среди работников общеобразовательных организаций, то есть школ, если есть отказы от 12% в общей численности, среди них классные руководители. И как последствие мы получаем массовые отказы от детей в руководимых, наверное, классах. Поэтому эту работу надо продолжить и это довести до сведения. Дальше в средствах массовой информации буквально в субботу или в воскресенье была статья о том, что детей одной из школ города Якутска вывез за пределы городского округа город Якутск водитель автобуса под воздействием наркотических веществ, наркотическом опьянении. В принципе, все ситуации выяснены. Этот выезд состоялся 19 сентября. Среди детей, среди всех количеств было несколько взрослых, в том числе классный руководитель и родители тех детей. Школа разрешения не давала. В связи с этим управлению образования я хочу дать поручение в плане того, чтобы до каждого образовательного учреждения, в том числе и до дошкольных и учреждений дополнительного образования, наверное, это коснется и управления физической культуры и спорта относительно выездов за пределы городского округа город Якутск, чтобы обязательно согласовали с управлением образования и с управлением физической культуры и спорта соответственно, чтобы таких самовольных выездов не было впредь. Так, дальше по объектам ГЧП, ну, в принципе, установка практически кроме 6-й школы вентиляции в завершающем этапе. В некоторых образовательных организациях уже выезжали и надзорные органы. Сейчас ждут заключения положительные на этой неделе. Сегодня-завтра еще окончательные вот эти выезды комиссии должны быть. Так, дальше. По результатам государственной итоговой аттестации по осеннему сроку
29 девятиклассников у нас еще в летний период были оставлены на повторный курс обучения. Кроме этого, мы на этой неделе ждем результаты по математике среди 9 классов и среди 11 классов. К концу недели будут известны окончательные результаты. По 9 классам, сколько обучающихся у нас останутся на повторный курс обучения или продолжат ли в 10 классе. А по 11 классам, сколько у нас выпускников с 11 класса останутся без аттестата. Так, дальше. На этой неделе было рассмотрение 3 предписаний прокуратуры. И на этой неделе планируется проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей. У меня все. Наталья Романовна, а все-таки вот с водителем что? По водителю там подтвердилось это? Да, водитель задержан, освидетельствован, ну, дальше работают уже иные соответствующие уполномоченные. Это водитель Япака или Нет, это был частный извозчик. управление транспорта в курсе этого случая? Да, в курсе. Так, ясно, разбирательство идет. Хорошо. Ну, так, Наталья Романовна, просьба такая еще вот в связи с подготовкой проекта бюджета на 2020 год. Посмотрите, пожалуйста, на эти недели вот заявки ваших служб, подведомственных учреждений. Хорошо? Евгений Николаевич. Доброе утро, Максим Макарович, доброе утро, коллеги. По стройблок отработал в плановом режиме. У нас приоритетными задачами остаются на эту неделю БКАТ. На этой неделе должны приступить массированно к асфальтированию Хатамиревского шоссе. Сейчас вот буквально поедем, посмотрим, что сделано за вчерашнюю ночь. Держим на пульсе конкретно. Значит, у нас остается приоритетными задачами Вилюйский тракт и Толстого, выкупные объекты. Вот, сфокусированы на этой неделе на этих 2 задачах. Хорошо, спасибо. Роман Сергеевич. Доброе утро. За прошедшую неделю у нас состоялось ряд совещаний. Вопросы, связанные с бесхозяйными сетями, а также детскими площадками. Также у нас состоялось совещание рабочее по вопросам, связанным с ТКО. Проблемы на сегодняшний день, как всем известно, остаются у нас по городу. Сегодня ожидаем совещания на уровне министра ЖКХ по данным вопросам. Будем рассматривать. Также ведется у нас работа по получению паспорта готовности на отопительный сезон 2019-2020 годы. Проведено также у нас производственное совещание на уровне Министерства сельского хозяйства Республики по развитию тепличного комплекса «Саюрия». Данный ряд протокольных поручений будем отрабатывать. Также у нас состоялось совещание и выездные встречи по вопросам, связанным с газоснабжением микрорайона Северный и земельных участков для многодетных семей в селе Хатасы. Ожидаем выполнения всех запланированных действий по срокам. У меня все. Павел Николаевич. Доброе утро, коллеги. У нас, как вы все знаете, на прошлой неделе, 27 сентября, город Якутск, как и вся республика, отмечала День государственности Республики Саха. Все мероприятия, посвященные к этому празднику, у нас в городе прошли согласно плану. Я хочу, пользуясь случаем, высказать благодарность всем нашим сотрудникам окружной администрации и структурных подразделений наших по городу, которые приняли активное участие в мероприятии. Кроме того, на прошлой неделе у нас состоялся общереспубликанский день приема граждан. Этот день, на прошлой неделе я на планерке тоже говорил, совпал с единым днем информирования граждан, поэтому единый день информирования граждан был перенесен на следующий месяц, а в этот день мы провели только общереспубликанский день приема граждан. Прием граждан осуществлялся как в самой окружной администрации, так и в 25 наших структурных подразделениях по городу, в том числе прием граждан проводился всеми заместителями главы города. В приеме приняли участие 71 человек. Ими были озвучены самый широкий спектр
вопросов проблемных, в том числе это ремонт дорог, предоставление жилья, мест в дошкольных образовательных учреждениях и тому подобное. На этой неделе, наступившей, у нас, как уже сказала Наталья Романовна, мы отмечаем 1 октября, завтра, День пожилых. Я прошу всех руководителей наших структурных подразделений, наших учреждений обратить внимание своим коллегам пожилого возраста и тем, которые уже находятся на заслуженном отдыхе. Так, кроме того, у нас на активной фазе уже находится подготовка к форуму по умному городу, который состоится в конце октября, в начале ноября месяца, а также к традиционному уже нашему фестивалю «Зима начинается в Якутии». У меня информация все. Хорошо, спасибо. Владимир Данилович, есть у вас что-то? Так, Евдокия Ивановна, пожалуйста. Спасибо. Доброе утро, коллеги. На этой неделе запланировано проведение выездного заседания постоянной комиссии по предпринимательству, промышленности, торговле, транспорту, которое было перенесено с прошлой недели с посещением МУП ЕПАК. Также на этой неделе тоже про один праздник сказали, День пожилых людей, также Международный день учителя. И хотелось бы обратиться к управам, округам. Наверняка будут проводиться мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, чтобы не забывали приглашать депутатов. Вот кратко все. Всем хочу пожелать хорошей, удачной рабочей недели. Спасибо, Евдокия Ивановна. Так, по основным задачам у нас все-таки это вхождение в отопительный сезон, имеется в виду проведение регулировочных работ на объектах силами ресурсоснабжающих организаций и с самими учреждениями. Понятно, работа по получению паспорта готовности. И мы начинаем работу по подготовке проекта бюджета на 2020 год. Кроме этого, мы готовим уточнение бюджета. Да, внеочередная сессия по приезду Сардан Владимировна, мы с датой определимся уже. Так, по проекту бюджета на 2020 год просьба ГРБС эту работу провести с учетом того, как ваши мероприятия находят отражение в стратегии развития города Якутска, каким стратегическим целевым задачам отвечает. Так, у меня все. Всем удачной рабочей недели. Спасибо.